Ну тогда мы завершающее слово тогда Руслану передадим, и после этого завершим наше мероприятие. Руслан? Правильно сказал. Правильно сказал профессор Сампиев, что эти вопросы требуют серьезного, углубленного изучения. Вот смотрите, я хотел бы краткий, небольшой такой обзор сделать по тем изысканиям, которые провел я. Не будучи, конечно, лингвистом, просто человек, имеющий образование высшее. Вот смотрите, Дошириева материал, когда читаем, там указывается, что Фяпи – это ингушское общество из-под Владикавказа. Вот эти Фяпи, они создали Цово-Тушинский этнический массив. Мы знаем, что Цово-Тушинский язык сохранил больше всего грамматических классов, так же, как и хинолукский, до 12. Вот, например, если логическую цепь построить, получается, ингушское общество, которое создало народ Грузии, да, оно сохранило самую древнюю, самую глубокую грамматическую форму. Почему же ингушский народ, или, например, почему язык менее других языков Кавказа подверженный изменениям и сохранивший свою грамматическую систему обязательно должен был что-либо заимствовать? Вот вопрос у меня. Или, например, обозначать одну из двух основных грамматических категорий, да, что, вот в любом языке, что и где, да, например, что, фу, почему мы ее должны заимствовать? Законы лингвистики этого не позволяют, я хоть и не лингвист, это я знаю. Не заимствуются названия простейших действий, частей тела, термины родства, вспомним ингушское фу, основной строй языка, грамматические классы. Мы их сохранили. Для этого не нужно быть великим лингвистом, доктором наук. Вот смотрите дальше, я сделал обзор небольшой. Слова с начальным «ф» составляют в ингушском языке полноценные морфологические ряды. Какие? Вот, например, имя существительное. Огромнейшее количество собственных имен существительных с начальным «ф». Фу – семя, фуса – микроорганизм, фусом – жилище, фу – яйцо, фельк – сказка, фу – воздух, фу – наследник и так далее, и так далее. Если мы, например, сравним, да, просто я сейчас сравнение буду делать, чтобы это понятно было. Вот от кого мы якобы заимствовали, я буду сравнивать с осетинским языком. Ингушские существительные распределяются по 7 грамматическим классам. А смотрите, имя существительного в осетинском языке не имеет категории рода вообще. Это не мои слова, это я привожу из источники. Из осетинских материалов привожу. Имя прилагательное, например, фост тавровый, фил бдительный, фе чуткий, фартен шейный и так далее, и так далее. В осетинском языке имена прилагательные не только по формальным признакам, но и по употреблению не могут быть отграничены от существительных. Понимаете, о чем разговор? Для этого не обязательно быть лингвистом, чтобы это понять. Не могут. Вот, например, так слово «сэрх» означает не только красный, но и краснота, а также болезнь, рожа. Слово «цах» употребляется в самых разных значениях. Каких? Вот для обозначения цвета зеленый, синий, серый. Если мы говорим «цах-кардак» – зеленая трава. Если мы говорим «цах-цастете» – синие глаза. Если мы говорим «цах-бирак» – серый волк. Для обозначения качества, этот же термин идет для обозначения качества. Зеленый, неспелый, ранний, маленький и так далее, и так далее. При подобной бедности языка используются дополнения, контексты, смысловые наборы, перестановки корней, слов, соединяющих элементов. Вот смотрите, я привожу из осетинских научных работ. Значение цвета у нас определяется обычно в контексте. Вот разницу понимаете, да? Отсутствие в осетинском языке отдельных лексических названий для серого, синего, голубого или зеленого цветов, обозначаемых одной лексемой «цах», Василий Иванович Абаев связывает с аналогичными особенностями кавказских языков. Я привожу здесь, откуда это, кавычки и так далее, и так далее. Основные цвета синий, зеленый, серый, голубой, сизый и сивый имеют кавказское обозначение «цах».
В ингушском языке каждая особенность концепта, любое его свойство наделены собственными отдельными обозначениями древними. Совсем иная ситуация в остинском языке. Бедность языка при этом выдается за его многозначность. Вот как они объясняют. Многим остинским словам характерна многозначность. Слово «дзорн» употребляется как в значении «говорить», так в значении «звать», «призывать». Слово «дзорн» может переводиться так же, как и «рассказывать» или как «обращаться». Вывод. Пользуются языком Герасима, и ингуши обозначают во всех этих материалах как заимствовальщиков. Глаголы. В ингушском языке масса глаголов с начальным «ф». Футаса – заложить семя, фуала – дуть и так далее, и так далее. В остинском языке основа настоящего времени не имеет специально основообразующего суффикса, совпадает с корнем глагола. Указанные суффиксы имеют кавказское происхождение. Провожу, где это написано? Всеволод Миллер. Как и многое в остинском языке. Наречия. Вот пример ингушского языка. Фунал, я как-нибудь и так далее. В остинском языке в качестве наречий могут выступать прилагательные, без каких-либо дополнительных формантов. Так, хорс обозначает не только хороший или хорошо, а абзар не только плохой, но и плохо. Хоть добавляя в этот ряд ингушское йосер, никудышный. В роли наречий выступают имена существительные и прилагательные. Так как наречие невозможно определить по формальным признакам в остинском, необходимо запомнить значение каждого такого слова. Что он бывает, донор язык. Я не знаю, как оттуда что-то брать. Местоимения. Вот, например, указательные. Мала кто, фу что. Это основа нашего языка. Фонях некто, местоимение. Чекабава. Арнольду Чикабава принадлежат слова. Язык без морфологии возможен, но без синтаксиса немыслим. И морфология, порядок изменения слов, и синтаксис, правила сложения словосочетаний в ингушском языке содержат лексические единицы с начальным «ф», то есть незаимствуемые части речей. Но при этом мастистые в кавычках ученые, языковеды всех мастей, хором утверждают об ингушских заимствованиях из чужих языков. И это продолжается с 1860 года. Начал это барон Услар. Вот смотрите, что он писал. Барон Услар в сборнике сведений о кавказских горцах писал: в эпоху романтизма нельзя было фантазировать насчет природы. Тотчас нашлись бы ученые, которые уличили бы нас в несообразностях. Но ничто не мешало фантазировать сколько душе угодно насчет людей. Горцы не читают русских книг и не пишут на них опровержений. Вот у нас 160 лет глотают вот эти глупости, что у нас бедный язык, ущербный этнос. Когда император Тиберий употреблял неправильное выражение, грамматик Атей Капитон льстиво заявил ему, что оно истинно латинское, а если даже и нет, то благодаря императору станет таковым. Другой грамматик, Марк Помпоний Марцел, мужественно сказал грозному императору: лжет Капитон, ты можешь, Цезарь, дать право гражданства людям, но не слову. Нашему языку древнему никто не может дать гражданство. Оно у нас древнее. Баркал Ховчан. Масагов еще говорил в то время, ингушский язык студентам. Вот было И Бусуртанов говорит это. 60-е годы. Ингушский язык самый богатый язык. Даже такой Масагов. Языковед же был. Да, до этого внедрял в ингушский язык тюркизм, о котором мы сегодня говорили. Это рассказывал мой двоюродный брат. Он учился в 60-х годах в университете. Судьи Руслан под занавес нашего сегодняшнего собрания как раз опять погрузил нас в книгу. Мне кажется, это даже очень, хорошо, потому что мы, как Исаия Юпович сегодня говорил, мы, уходя, наверное, все-таки будем продолжать находиться в этой дискуссии, в этой книге.
o kız gezigno posto dejline ki kegişna gırı mehker şkır tuaş gırı doq barkıl ya Ruslan kun egir halk ya barkıl da İsrail pozma alırı taxını филологи, лингвисты, халычы сон бағдар әнчук ағы дики хетер дискуссия живой халыч да хай алыр ханчук ағы ве yol жылы гал теш хац проблема же o kız dergi san dağı san istol dağı ve ждут стацию долой что dağı дövе Делали асфальтован вашего мелкитача, где каким образом приобрести книгу, сейчас будем расходиться, Руслан все это скажет. Я думаю, что и кому нужно книгу подписать, это тоже вопросы всех Руслана. Я искренне благодарю каждого, кто сегодня пришел. Весмалыч Аллаху, дикиш хамда, эту лубен дал, барти цава, ишмадал, баркулшан,